В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку туберкулеза. По прогнозу ВОЗ в ближайшие годы в мире может произойти всплеск заболеваемости. Насколько этот прогноз оправдан, как пандемия повлияла на диагностику и лечение туберкулеза, и насколько важна прививка от коронавирусной инфекции для больных туберкулезом, мы узнаем у заместителя директора по медицинской части научно-практического центра «Фтизиатрия», кандидата медицинских наук Анны Готовцевой. Анна Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы относитесь к прогнозу ВОЗ о том, что пандемия может спровоцировать рост заболеваемости туберкулезом? В начале пандемии действительно прогнозировали, что коронавирусная инфекция может вызвать рост, вспышку туберкулеза. Но на деле сегодня мы не видим роста заболеваемости туберкулезом. Как часто пациенты с туберкулезом болеют новой коронавирусной инфекцией? Как у них течет болезнь? Есть ли отличия? Да, наши пациенты тоже болеют ковидом. С апреля 2020 года наше одно подразделение, которое находится в отдельно стоящем здании, было реорганизовано в отделение инфекционное для лечения двух инфекций. Это ковид плюс туберкулез. Также в этом здании мы организовали провизорное отделение, через которое проходили все пациенты, которые в дальнейшем госпитализировались и в другие наши стационарные отделения. За период пандемии до сегодняшнего дня в этом отделении прошли лечение 87 пациентов. И у 2/3 из них болезнь, новая коронавирусная инфекция протекала в легкой форме. Если и было осложнение в виде вирусной пневмонии, то это было ограниченное поражение. Дети с туберкулезом и ковидом у нас проходили лечение в детской инфекционной больнице. Их было 11 человек. Также важно отметить, что летального исхода среди больных туберкулезом с новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. В Российской Федерации есть календарь профилактических прививок от инфекционных заболеваний. Прививка от туберкулеза – одна из них, которая проводится всем новорожденным еще в роддоме. Есть изменения в этом направлении? Или больным туберкулезом проводится вакцинация от ковид, кстати говоря? Да, из истории мы знаем, помним, как чахотка была очень широко распространена в царской России. Но когда начались исследования первой вакцины против туберкулеза БЦЖ, отметили, что у детей, которые получили вакцину БЦЖ, в 7 раз снизилось заболевание туберкулезом, чем у невакцинированных. Также было отмечено, что непривитые дети болели туберкулезом в более легкой форме, с благоприятным исходом. Когда начали повсеместно применять БЦЖ-вакцинацию, то резко снизилась заболеваемость у детей менингитами, генерализованными тяжелыми формами туберкулеза. В настоящее время дети болеют из тесного семейного контакта, и мы у них видим ограниченные поражения туберкулезной инфекцией. Но что касается вакцинации БЦЖ, то оно тоже претерпело за все это время изменения. Вакцинацию, вы уже сказали, делают на 3-7 день в роддоме всем новорожденным. А ревакцинацию, если раньше делали в 7 лет, 14 лет, 21 лет, то в настоящее время делают только 1 раз в 7 лет. Да? Также изменился и вид вакцины. Сейчас делают новорожденным вакцину БЦЖ-М, которая действует более щадяще. И наука не стоит на месте. Сейчас идут разработки новой вакцины против туберкулеза с рабочим названием ГАМ-ТБ-ВАК. Она не заменит ныне существующую БЦЖ-вакцину, но будет дополнительной защитой, будет действовать как дополнительная защита. Что касается вакцинации больных туберкулезом от ковид-инфекции, то в активной фазе туберкулеза мы их не вакцинируем.
А после излечения туберкулеза по истечении 6 месяцев они у нас вакцинируются. Также бытует в народе мнение, что вакцина БЦЖ в том числе и защищает от ковида. Это ошибочное мнение. Каждая вакцина, она строго специфична. Ну, например, вакцина от гепатита В вас не защитит от заболевания дифтерией. То есть от каждой инфекции своя вакцина? Да, совершенно верно. После перенесенной коронавирусной инфекции возрастает ли риск заболевания туберкулезом? Но сейчас, согласно приказу Минздрава, пациенты, перенесшие ковид-инфекцию, проходят диспансеризацию. Проводится диспансеризация в поликлинике по месту жительства, где они проходят обследование, сдают анализы, а также им по показаниям может быть и сделана компьютерная томография легких. В нашу организацию направляют пациентов с изменениями легких, да, для диагностики. При этом мы у них видим рубцовые изменения в легких, фиброз нетуберкулезного характера. То есть мы хотим сказать, что сегодня мы не видим связи между перенесенной ковид-инфекцией и заболеванием туберкулеза. Но почему самым частым осложнением ковида является вирусная пневмония? Ведь туберкулез тоже часто поражает легкие. Палочка Коха вообще поражает все органы и системы. Поражаются лимфатические узлы, почки, кишечник, печень, кости, суставы, головной мозг. Но самым частым поражением является это легкие. Ну, потому что основным путем передачи туберкулезной инфекции является воздушно-капельный. И микобактерии туберкулеза в организм человека попадают с вдыхаемым воздухом и оседают в легких и разрушают легочную ткань. При этом мы на рентген-снимке увидим очаги в легких и каверны, ну или так называемые дырки в легких. При вирусной пневмонии, как осложнение ковид, вирус в организм попадает тоже с вдыхаемым воздухом, ну, потому что это, уже сказали, воздушно-капельный путь передачи, да? И при этом, мы знаем, что легкие – это орган, который богатый кровеносными сосудами. Там очень много мелких сосудов, так называемых капилляров. И вирус вызывает тромбообразование в этих капиллярах. И на рентген-снимках мы видим такой симптом, как матовое стекло, которое сейчас на слуху у всех. Механизм поражения легких разный. Какие мероприятия для борьбы с распространением противоинфекционных заболеваний существуют вообще? Ну, инфекционный процесс, если вот, тем более, когда путь передачи единый, ну, в данном случае как воздушно-капельная инфекция, да, принципы идентичные. Ну, конечно, отличаются сроки лечения, препараты назначаемые, да, но принципы единые. Это своевременное выявление больного, также изоляция инфекционного больного по показаниям, да, проведение санитарных мероприятий, лечение, реабилитация и профилактика. Но своевременное выявление, если человек почувствовал, если у него какие-то жалобы появились, слабость, повышение температуры тела, кашель, да, снижение веса, может быть, да, он обязательно должен обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. При постановке диагноза инфекционного заболевания, да, значит, больного изолируют. Изоляция может быть специализированное стационарное учреждение, а также может быть изоляция и в домашних условиях, когда при легком течении лечение проводится, значит, в амбулаторных условиях. Вот, например, сейчас пациенты с коронавирусной инфекцией, у которых легкое лечение, они лечатся дома. А при этом необходимо соблюдать санитарные, ну, правила. Основные распространенные, да, это проведение влажной уборки в квартире, а также проветривание помещения.
проветривание помещения, вот обмен воздуха в помещении снижает риск, снижает концентрацию микробных тел в окружающем воздухе. Также можно проводить кварцевание. Сейчас кварцевые установки имеются в свободной продаже. Прямые солнечные лучи также губительно действуют на микобактерии. Также можно заказать и дезинфекцию специализированной в учреждении, да, которые придут к вам домой и проведут дезинфекцию. Мы при туберкулезе после госпитализации больного в стационар проводим в домашних условиях, в домашнем очаге туберкулеза, да, заключительную дезинфекцию. Выезжает на домашний адрес специализированная бригада дезинфекторов, и проводит дезинфекцию. Лечение и реабилитация занимаются врачи, а назначение строго, что назначил врач. И профилактика. Есть известное изречение: болезнь легче предупредить, чем лечить. Самым эффективным методом профилактики инфекционных заболеваний является вакцинация. Поэтому я хочу вас призвать: вакцинируйтесь от инфекционных заболеваний, не отказывайтесь, заботьтесь о своем здоровье, берегите родных и близких. Анна Ивановна, спасибо. Благодарим вас за информацию. Спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо. А я напомню о возможной вспышке туберкулеза на фоне пандемии. Нам рассказала заместитель директора по медицинской части научно-практического центра фтизиатрия, кандидат медицинских наук Анна Готовцева. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.